Когда Токаев уйдет из власти? Уход Токаева или любые псевдореформы не изменят вашей жизни. Почему? Потому что казахстанцы пассивны, совсем согласны, а свой негатив проявляют только в социальных сетях, никак больше. Казахстанцы согласны, когда у них крадут голоса на очередных выборах, согласны смиренно вставать на час раньше, согласны на 33 поправки в Конституцию, согласны на строительство атомной станции, согласны на повышение НДС, на повышение цен, тарифов. Но главное, наши люди согласны получать копейки, которые им платит режим Назарбаева-Токаева. Казахстанцы не требуют, не бастуют, как это делают люди в демократических странах, а смиренно соглашаются со всем. Наши люди согласны абсолютно со всем, о чем заявит Токаев. Это и называется рабское сознание. Согласно в Казахстане более 90% населения. Такие люди будут жить при любой власти. Они были согласны быть в составе Российской империи, потом согласились на варварские условия советской власти. Они переживут голодомор, ядерные взрывы, бедность, лишь бы ничего не говорить и не идти против власти. Поэтому мы сегодня продолжаем жить при ворах Назарбаеве и Токаеве. И только менее 5% населения в Казахстане готовы бороться. Это узкая прослойка несогласных и составляет гражданское общество в Казахстане. Те, кто готов требовать у Токаева, а не обращаться на коленях со словами «Аса хурметті» или «Уважаемый Кемель Жемелевич». В развитых же странах гражданское общество составляет подавляющее большинство. В демократических странах гражданское общество составляет 70-80% населения, которые постоянно требуют, которые не согласны с решением властей. Они выставляют свои требования и отстаивают их до тех пор, пока решение не будет изменено в пользу народа. У нас в диктаторской стране гражданское общество составляет менее 5%, а в реальности менее 1%. Хорошая новость заключается в том, что для смены режима нам необходимо 0,5% активных людей. Это около 100 тысяч человек по всему Казахстану, которые будут активны и будут способны вывести еще 200 тысяч человек. Суммарно это 300 тысяч, которым автоматически примкнет еще как минимум 100 тысяч человек, как было в Хантар, когда по всему Казахстану вышло порядка 400 тысяч человек. Это всего 2% от населения страны. А уже после свержения диктаторского режима мы должны будем активизировать пассивные 95% через выборы депутатов, судей, акимов, различные забастовки, акции протестов и так далее. Если же люди не будут активны, не будут требовать, то это пассивное большинство обратно сформирует спрос на диктатора, и к власти вновь придет диктатор, как это произошло, например, в Турции, когда быстро развивающая парламентская Турция скатилась обратно вниз. Этот спрос на диктатора создало именно пассивное большинство. Наша задача – активизировать 0,5% населения, которые будут способны увеличить гражданское общество до 5% и сменить режим. Что для этого нужно и что мы предлагаем? Скрытые ячейки. На сегодня мы имеем порядка 500 ячеек. Нам необходимо увеличить количество ячеек до 4000. В 4000 ячейках в среднем по 5 участников каждой ячейки – это уже 20 тысяч человек. Участники ячеек приводят по 4 человека на митинг. Это уже 80 тысяч человек. И 20 тысяч человек сами участники ячеек. Суммарно 100 тысяч человек. Когда мы выведем такое количество протестующих, тогда произойдет цепная реакция, как происходит во время любого массового протеста. К протестующим автоматически присоединяются прохожие, несогласные, недовольные режимом все эти годы. Лидер ячеек четко знает, как организовать протесты таким образом, чтобы протест привел к бархатной мирной революции без жертв, согласно четким действиям. Массовость, организованность и целенаправленность, которую мы объясняли в фильме о Хантаре. Лидеры ячеек также перетянут на сторону народа 5000 или 20% вооруженных силовиков, что даст дополнительную гарантию безопасности протестующим. Именно вместе с силовиками протестующие пойдут брать аэропорты и другие ключевые объекты, согласно планам действий. Для реализации этой идеи нужна ваша активность. Создавайте ячейки, инвестируйте. Нам важно финансировать активистов, которые готовы бороться. На борьбе таких активистов и строится борьба с режимом. Выставляйте требования к Токаеву, призывайте к митингам,
Выходите на митинги так, как это делают все цивилизованные и развитые демократические страны. Если вы делаете одно из вышеперечисленных действий, то вы уже в борьбе. Если нет, мы призываем вас присоединяться к борьбе по смене режима Назарбаева-Токаева. Алга, Казахстан!